Усім прывітанне, мы ў жывым эфіры еўрарадыё. Гэты эфір можна глядзець праз нашыя сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, аднакласнікі нават. Ну і таксама натуральна праз наш канал на YouTube. Мы працягваем слухаць гісторыі людзей, затрыманых з 7 па 13 жніўня ў розных гарадах Беларусі падчас масавых акцый пратэсту, якія паслядоўнічалі выбарам, якія адбыліся 9 жніўня. Сёння у нас у гасцях Алексей Новак. Прывітанне, Алексей. Алексей быў затрыманы 9 жніўня, паспеў пабываць у судзе, быў асуджаны на 15 сутак, 3 дні правёў у ізалятары на завулку Акрэсціна ў Мінску і рэшту тэрміна ў турме ў Жодзіне, але быў адпушчаны 14 жніўня, калі пачалі масава адпускаць затрыманых падчас гэтых акцый пратэсту. Як прайшлі гэтыя дні, Алексей зараз распавядзе нам сваю гісторыю. Але пачнем давайте все ж таки з моманта затрымання, ну і ўвогуле з матывацыі вашай. Дзе вы былі, як гэта адбылося, як вы трапілі на пратэсты? 9 августа в 7 часов вечера я отправился на участок номер 54, это станция метро Институт культуры, улицы Могилевский, Артиллеристов, Левкова, и для того, чтобы проголосовать. Но я еще поясню, что к 53-му участку, они практически находятся в одном здании, я был аккредитован как независимый наблюдатель от компании «Право выбора». Но на досрочном голосовании и в основной день, как мы знаем, наблюдателей независимых не пускали. Поэтому моя задача была только зафиксировать итоговый протокол для того, чтобы переслать в компанию «Право выбора». Поэтому в 7 часов вечера я прибыл на участок номер 54, где проголосовал, и после этого отправился там же рядом на номер 53 участок для того, чтобы дожидаться итогового протокола. Я хотел бы пояснить, что там, где я зарегистрирован, я зарегистрирован, а фактически мой адрес находится практически в другом конце города, то есть Институт культуры и Уручи. Поэтому я с Уручи ехал на Институт культуры для того, чтобы оставить свой голос. Протоколы заседания долго не вывешивали. Мы знаем, что на многих участках и не вывесили в этот день итоговый протокол. Поэтому где-то, наверное, с часа 2 мы дожидались итогового протокола. Это было где-то в районе 10 часов вечера, когда они вывесили его. Вот. На моем участке 80%, как на многих других, победил президент, который уже у власти 26 лет. Я отправился на 53-й участок для того, чтобы зафиксировать протокол для компании «Право выбора». Там ездил ОМОН вокруг, поэтому я сделал быстро фотографию, снимок и отправлялся уже домой, так скажем. Встретил еще, как говорится, друзей таких со своего района, немножко пообщались, и я отправился к метрополитену Института культуры. Но уже интернет в это время не работал, и метрополитен был закрыт. Вот. Поэтому мне пришлось идти, как-то выходить на проспекты, поэтому прошел я к улице Мясникова, и на улице Советской, возле Дома парламента, я увидел много военной техники, военных грузовиках. Вот они находились вот на перекрестке, там, где дом фото на Мясникова. Дальше я спускался вниз по улице Мясникова к Романовской Слободе. Чтобы как-то выехать в центр, чтобы, может, какой-то транспорт будет ходить, потому что такси я также не мог вызвать. Когда я уже дошел до Романовской Слободы, то это было где-то примерно, 11:30 вечера, то есть 23:30, вот так, ближе к полуночи, то был такой, как вам сказать, я попал в такое ощущение, что это военные действия. Потому что на перекрестке выстроился ОМОН со щитами. В сквере, наверное, я так не знаю, он, наверное, Дунина Марцинкевича называется сквер, который на Романовской Слободе находится возле криминалистического центра. Там есть такой сквер небольшой. Адама Мицкевича. Адама Мицкевича. Там помник Адама Мицкевича. Да-да-да.
Вот. Возле этого сквера находились протестующие, я так понимаю, то есть те, которые были недовольны. И вот ОМОН раздвигал щиты, и оттуда выбегали люди, которые на дорогу выкладывали такие, ну, как фейерверки, можно сказать. Но они просто долго-долго светились, и потом происходил такой взрыв. Вот. А гэта вы маеце на ўвазе былі сілавікі? Это был ОМОН, потому что они были с щитами, и когда щиты раздвигались, то с середины этих щитов выбегали также сотрудники, я так понимаю, ОМОНа, выкладывали эти, как гранаты, можно так сказать. Они как фейерверк шумели, потом происходил такой взрыв. И ОМОН сам, ну, в такую комбинацию, как черепашка становил. Они сразу накрывались щитами, потому что понимали, что эти осколки могут, ну, и задеть их самих. Стояла большая очень такой, много дыма, вот. И что мне запомнилось, что на маршрутных такси, маршрутные такси, такие вот как «Газели», подъехало, наверное, штук 5-6, и оттуда выскочили военные, которые, ну, никак не напоминали ОМОН. Это, наверное, какие-то очень супер там спецподразделения и так далее. То есть, потому что они были очень сильно экипированы. Одежда у них представлялась болотного цвета. Вот. Что обычно мы привыкли, что ОМОН в черном, либо они там в шлемах и как-то в защитных амунициях, а здесь они были полностью, ну, вот как, наверное, как в фильмах там по борьбе с терроризмом, там, я не знаю, отлова там бандитов и так далее. На них были большие винтовки, они напоминали что-то типа как снайперские, потому что они шли от плеча и вдоль всего тела до самых берц, так скажем. Вот. После этого ОМОН начал уже не выкладывать эти гранаты, он начал их бросать просто в толпу. Вот. И они начали разрываться. И вот в этом сквере лежали люди, которые падали, так скажем, и у них были различные ранения такие. Что вы бачили менавіта? Я видел мужчину, который лет, наверное, 50 и так далее. Он лежал на земле, и у него шла кровь с грудной клетки. Вот. И люди подбегали, разрывались на себе майки для того, чтобы прикладывать и задерживать кровотечение. И рядом еще лежала девушка, которая, ну, не приходила в сознание в себя. То есть она просто лежала. Но был очень такой сильный дым, и чувство страха, ну, я только мог так сказать, видеть это очень быстро, потому что сам искал место, где спрятаться, так скажем, потому что, ну, был такой замес конкретный. После этого, когда эти гранаты все больше и больше взрывались, люди начали бежать в сквер прятаться, и здесь запустили перцовый газ, потому что очень сложно стало дышать, и реже залили глаза, и немножко такое состояние было, что вот-вот ты сейчас упадешь, потеряешь сознание. Люди, когда бежали, вот эти вот люди, военные, которые были с автоматами, они стали на одно колено и начали стрелять в спины тем, кто убегал в этот сквер. Вот. Я не могу утверждать, что это было. Это были, может быть, резиновые пули и так далее. Но люди падали сразу. Вот, кто-то там отползал. Ну, то есть я так, в общем, мог видеть, ну, 20-30 метров обзора, потому что везде был очень сильный дым. Вот. От испуга я тоже начал искать место, где спрятаться, и я упал в траву, и просто от испуга замер, вот, и не мог даже шевелиться в сирене, так скажем, в пустой сирень. Я насамрэч абсалютна не ведаў пра такія баявыя дзеянні. Вось тут, ну, гэта ж абсалютна зусім побач з нашай рэдакцыяй. Да. На Немізе. Вось. І я думаў, што ўсе асноўныя падзеі таго вечара, гэта вечар дня выбараў 9-го,
яны разгарнуліся там далей, дзе стэла, дзе гасцініца юбілейная, так на праспекце Машэрава далей, калі людзі пайшлі па ім у абодва бакі. А оказывается, такія сапраўдныя баі былі Да, тут. это может быть где-то было начало первого, вот так, то есть в промежутке с 23 до 1 часа ночи. Когда дым начал, когда вот этот перцовый газ был в этом сквере по всей этой Романовской Слободе, и даже туда на Володарку заходил дым, похоже было такое чувство, что вот, наверное, только во время Второй мировой войны, когда действовала гестапо и вылавливали там зачинщиков или еще кого-то, они взяли с фонариками, рынулись в этот сквер и начали фонариками вылавливать людей, кто где спрятался, кто-то там на деревьях, кто-то там под деревом, где-то еще и так далее. И я когда лежал в этой траве, то передо мной проходили эти берцы практически рядом, то есть я просто был обездвижен от страха. И я слышал, как били людей и кричали, я не буду здесь уже употреблять матерные слова, которые там были, но то, что я запомнил, мы вас всех з магары перебьем. Вот, я очень четко запомнил слово «змагары». Вот. А вы вось асабіста лічыце сябе змагаром? Я так разумею, што прынамсі сёлета у вас з'явілася позиция, да? Ну, вы были назиральником? У меня позиция появилась еще во время моих студенческой жизни, когда я учился на юридическом факультете. И на первом курсе нам поставили конституционное право, и когда я спросил, есть ли варианты вообще, то есть законной процедуры, так скажем, отстранения действующего там президента, любого президента по нашей конституции, по законодательству, мне сказали, что такого практически нету, поэтому идет полное нарушение разделения ветвей власти, и, то есть он не подпадает под такие понятия, как законно, либо конституционным путем, либо там через парламент каким-то образом отстранять любого президента там, по нашей конституции, по нашим нормативным актам. Поэтому меня это, конечно, вызвало настороженность, и уже 2004-2006 год, 2010 год полностью сформировал мою позицию. Я больше могу так сказать, что я больше основываюсь на каких-то экономических показателях, потому что очень важно видеть статистику, цифры о том, как страна нищает при данном режиме. Понимаете? То есть одно дело там говорить о территориальной целостности, о союзах различных, с кем, как и так далее, языках, но когда нужно собрать ребенка в школу, когда нужно поесть, когда надо, хочется что-то купить и так далее, и ты понимаешь, что с действующим режимом это все становится сложнее, сложнее, плюс еще загоняется в долги во внешние, вот для удержания такой вот, большой машины чиновников и силового аппарата. Я продолжу дальше, значит, рассеивался дым немного, и люди, кто смог, так сказать, спрятаться, они начали выползать по чуть-чуть откуда-то там, кто из-под стеночки, кто под деревца, я в данном случае сиреневого кустика. Вот. И я хотел остаться полностью, находиться там до самого утра. Мне сказали, что будет производиться зачистка, и нас все равно всех выловят, поэтому я набрался храбрости и пошел уже не в сторону, там, допустим, Немиги, либо куда-то там, как потом рассказывали, Стелла, там были митинги. Я поднялся через Володарку, поднялся к площади, к проспекту Независимости, главпочтампу. Вот. Там я еще больше был в шоке, потому что ОМОНа еще в 3 раза было больше.
Но бежать назад — это, соответственно, практически выдать себя, потому что они реагировали на всех, кто быстро бегает, там прячется и так далее. За ними сразу бежал ОМОН. Поэтому я набрался храбрости, да, подошел к патрулю милицейскому и сказал, что не могу вызвать такси, не работает интернет, я не знаю, как добраться мне в сторону Уручи. Мне спокойно сказали, что вы можете двигаться по проспекту Независимости, ближе к цирку, на пересечении Янки Купалы там, и там сможете, ну, как-то вызвать такси, потому что здесь весь квартал перекрыт. Э, Ну насамрэч мне здаецца, што мы на той час ужо жылі ў сітуацыі, калі не працаваў інтэрнэт Да. і выклікаць таксі. Нет, я имею в виду взять от борта. А, Вот, понимаете, то есть не то чтобы приложение найти, использовать, так? да, Мгм. то есть найти стоящие такси, которые, может, возле гостиницы и так далее. То есть тоже мне сказали, что весь квартал этот перекрыт. Поэтому я так с чистой совестью, так можно сказать, с безопасностью даже шел бы вдоль всего вот этого от главпочтампа практически до Дома профсоюзов, до пересечения, до сквера Янки Купалы, вниз по проспекту. Ездил автозак, ОМОН был. Вот. На улице было, наверное, где-то от часу до 2 ночи, поэтому людей было немноголюдно, так я скажу, что 1, 2, 3. Больше всего запомнилась парочка, которая ездила на мотоцикле в свадебной, она была в свадебном платье, я не знаю, видели ли эти фотографии, то есть в свадебном платье она со своим молодым человеком, они фотографировались на фоне этих щитов ОМОНа. Поэтому я так, ну, шел спокойно, в безопасности. Когда я подошел уже к перекрестку возле государственного цирка, стоял желтый автобус, вот, и я опять же они весь проспект отсекали вот такими вот рядами ОМОНа, поэтому я подошел к милиционеру и сказал, что я хотел бы пройти, потому что мне надо ехать в сторону Уручи, домой как-то добраться. Объяснил ситуацию, на что мне он сказал, говорит, тебе уже никуда не надо ехать, ты приехал. И меня заволокли в этот желтый автобус. Это городской такой автобус МАЗ, вот. То бок прыкладна такі ж як сотка, якая звычайна Да, совершенно верно, да. Там были люди, у них были на руках одеты пластмассовые вот эти хомуты, которые как наручники, белые такие. Вот. Ну, я стоял, прошло, наверное, минут 3-5 и так далее. Подъехал автозак, к этому автобусу выстроился ОМОН, и нас начали закидывать в этот автозак. Вот. Автозак, ну, уже много описывали, как он выглядит. Он разделен внутри на такие стаканы, как сейчас говорят, в которые закидывают по 3-4 человека. Меня закинули в один из стаканов таких. Там было еще 3 человека. Это был один иностранец турецкого происхождения. Ну, у него турецкий паспорт был в руках. И 2 парня, еще кто-то был из Швейцарии, гражданин России был. Вот. В моем стакане был парень, у которого было сломано 2 руки, и у него кости, ну, как не открытый перелом, а торчали вот в локтях. Вот, это было видно. То бок Да, совершенно верно. Кости выпирали. Вот, это он не мог ну, когда ехал автозак, мы его просто держали, потому что он любое шевеление. Да, совершенно. После этого на полу лежала девушка, которую ОМОН бил ногами. Вот, и когда автозак... Ну, при этом он сказал, что... Когда он произнес, что мы тебя пустим по кругу, но я уже не буду тут до конца рассказывать, понимаете, о чем шла речь. Вот автозак тронулся, и мы поехали. Они одели маски противогазовые, вот, и сказали, что мы будем сейчас развлекаться, и запустили газ прямо в автозаке. Мы начали задыхаться, и когда ехала машина, мы пытались найти любой кусочек отверстия воздуха, ветра и так далее. Вот. Ехали мы недолго, то есть это не было 3 часа, как многие рассказывают, что их долго по городу возили. Мы ехали, наверное, с полчаса.
Конечно, я не знал, куда я еду. Вот, мы приехали, и когда открылся автозак, картину, которую я увидел, напоминал, ну вот, из фильма «Концлагерь», Освенцим, допустим, потому что были большие яркие прожектора направлены, они от автозака, ОМОН от автозака до стены, до Белой, сделали коридор. Коридор состоял из... Были собаки, которые очень сильно лаяли, они их держали, потому что собаки становились на задние лапы. Вот. У меня достаточно просто да, я хорошо запоминаю, поэтому детализирую многие вещи для того, чтобы подчеркнуть вот саму атмосферу, которая происходила там. И нам надо было бежать, это было метров 30-40 до стены. Надо было пробежать эти 20-30 метров, до 40 максимум, нагнувшись в полусогнутом состоянии, голова вниз и руки назад. Когда мы бежали, вот пасти собак просто вот возле лица, вот такой вот прям вот, ну, казалось, что вот еще чуть-чуть, и тебя просто порвет собак. И в этот момент, в этом движении, когда ты бежал, тебя бил ОМОН дубинами. Вот. Нам сказали становиться к стене на колени, руки поставить на стену. Стена на окрестина, я уже просто скажу, как оно есть, потом я уже только на вторые сутки я узнал, что это окрестины. Вот, и она была белого цвета. Люди, когда я увидел вот этот много людей, стоящих вдоль стены, некоторые были без обуви, некоторые были без маек, некоторые были в одних трусах, так скажем. Вот, и стоял такой рядом, как вот тележка в магазинах, они туда скидывали байки, майки заставляли снимать и так далее. То есть практически раздеваться. Я встал возле стены, и так как автозаки прибывали один за другим, нам надо было двигаться вдоль этой стены. Гуськом перебиваться, сбиваться, то есть дальше, дальше, дальше. И вот этот человек, который был со сломанными руками, он не мог поднять эти руки. И тогда ОМОНовец силой поднял эти руки. Он начал очень громко кричать. Мне казалось, что человек просто умрет от боли, и поэтому... Ну, потом вот... Што з ім здарылася ў выніку? Он поставил эти руки, он поставил эти руки. то бок Да, да. яго не адпусцілі, Его нет, его не усім было па отпустили, барабане, нет. што ў яго зламаныя Они, рукі. ОМОН начал спрашивать, кто тут иностранцы, и за шкирки вот этого турок, который тоже там рядом был, его оттащили куда-то. Вот. Еще некоторые поднимали руку, что они там из Швейцарии, как я говорил, их тоже оттаскивали. Мы уже сдвигались дальше. Вот. Если человек не мог передвигаться быстрее и так далее, он получал дубиной. Если он падал, его поднимали практически за горло и ставили обратно к стене. При этом они могли головой спокойно ударить об бетон. Потому что когда я двигался вдоль этой стены, я видел потеки крови, потому что очень ярко запомнилось, потому что стена была белого цвета. Вот. Бетонная, и поэтому можно было видеть, что, ну, я не могу утверждать, что там, знаете, как море, там ведрами крови нет, но видно было, что у людей, у некоторых многих было разбиты носы, либо какие-то травмы головы. Мы сдвинулись и простояли, наверное, так около часа, около 1,5 часов на коленях. При этом они постоянно били. Доставалось больше всего, ну, это мое наблюдение, я буду субъективен в этом, именно мужикам с, как говорится, с широкими плечами, вес у которых там от 90 килограмм и больше, потому что их гасили, то есть, ну, не щадя ни времени, ни собственных сил ОМОНа. Вот. Запомнилось, что рядом с нами в метрах 50 стоял стол такой в виде парты школьной,
и за этим столом стояли врачи, которые наблюдали ну, вот этот весь ужас. Як вы зразумелі, што это былі дакторы? Они были в робе, так скажем, в медицинской форме, которая именно переезжает вот как врачи. То есть они не в халатах были, а именно в бордовых таких, ну, робба, одежда их, униформа, так вот скажем. И далее один ну, я не мог, к сожалению, так поворачивать голову, потому что сразу дубина летела, но за спиной слышно было, как ходил какой-то мужик, наверное, он там самый главный, и кричал, типа, что свободы захотелось, типа, продались за 30 там рублей и так далее. Где ваша Тихановская? Она уехала. Теперь вы узнаете, что такое камера, шестиместная, там, трехместная камера на 50 человек. И вообще, выйдете ли вы отсюда живыми? Вот. Где ваша Цыпкала? Она уже в Москве. Это я четко помню, поэтому, ну, то есть это вот такие фразы, которые я запомнил, крики. Кричал вот, наверное, какой-то главный из этих ОМОНовцев, который управлял этим всем, карательной этой системой. Через 1,5 часа нас перевели во внутренние дворики прогулочные. Они напоминают такого вида, как колодцы, только прямоугольно-квадратного вида, с открытым верхом и, ну, сетка натянутая. Нас запустили там, наверное, у нас было около от 50 до 70 человек, мы стояли там в нем. При этом нас заставили снять шнурки, личные вещи сдать, вот, и у меня не снималось кольцо, на что ОМОН сказал, говорит, я выломаю тебе пальцы, вот, кольца, и они не снимались. Они сказали, что я тебе выломаю пальцы, и ты их все равно снимешь. Но я не знаю, опять же, как в течение обстоятельств, было очень много народу, поэтому этот, как сказать, я не знаю, сотрудник, по мне, это гестаповец, это СС, это нелюди, вот. Он отвлекся, и поэтому я смог как-то сразу ваши перебежать. пальцы застались Да, поэтому пальцы у фактично, да, меня только сейчас... потому, что человек Да, в я форме потому что отвернулся. быстро сразу перебрался вот в этот колодец, дворик, где мы простояли уже до самого утра, 4-5 утра, потому что и постоянно привозили людей, постоянно их все больше и больше становилось. В этом колодце один парень поднял майку и показал спину. В спине было 6 таких отверстий с диаметра, как вот в детстве банки ставили. То есть это были резиновые пули. Да, совершенно верно. Такого, и они кровоточили. Хотели помочь достать там какие-то остатки, но я так понял, что отказались, чтобы не занести еще больше заражения. То есть мы как сокамерники, так скажем, те, которые были рядом, хотели помочь. Ближе, наверное, к 4-5 утра нас начали разводить по камерам. Меня отправили на 3-й этаж, 36-я камера. И окна выходили не во внутренний двор, а на внешнюю сторону. И в камере было 3 нары, так скажем, потому что там они не были засланы, это были просто деревянные настилы. И было 17 человек нас. Вот. То есть все еще так спали, дремали, потому что было уже утро. 4-5 утра, ближе к утру я уже немного люди начали рассказывать, кто как попал и так далее, кто на велосипеде, кто были действительно те, которые пришли на митинг возле Стеллы, вот. Но меня это очень удивило, потому что человек, который был именно на митинге, он в этот же день был отпущен, то есть мы предположили, что это по звонку было сверху сделано, вот. Мы слышали за дверью камеры, что ему провели профилактическую беседу, что еще раз ты будешь пойман
у тебя уголовная ответственность с 5 до 7 лет, там лет с 7 до 8, что-то такое, я уже подробности не помню этого. И все, мы больше не видели. Конечно, мы теплились надеждой, что это сейчас всем так будет, это проведена профилактическая беседа и будут отпускать. Мы готовились к тому, что уже знали, что не нужно не протестовывать ничего, дайте нам эти протоколы, мы их оплатим и уйдем отсюда. Але так Но не атрымалася. этого ничего не было. Шли сутки, нас не кормили. У нас была вода только в кране, которую можно было пить. Маленькое окошко, и было очень жарко, то есть не хватало воздуха. Мы просили, чтобы нам открыли юшку, так можно сказать, в камере, вот через которую подается еда. Женщина-надзиратель этого не делала. Вот, то есть хочется сказать, что когда сейчас стоит вопрос о том, кто участвовал или как участвовал, косвенно или прямо, на мой взгляд, участвовали в этой карательной системе все, кто находился все эти сутки, без разницы. Был это сотрудник пенитенциарной системы, был это следственный, был это участковый или следователь, или это ОМОН и так далее, или тот же врач, они все это видели. Даже и судьи, которые приезжали и проводили вот эти заседания судебные и выписывали протоколы, они все это знали и видели избитых людей, которые приходили на суд, вот, который проходил прямо на Окрестино. Прошли сутки, то есть это уже вторые сутки прошли без еды, без ничего. Наступили третьи сутки, нас утром мою фамилию назвал, я вышел из камеры, мне сказали, что я должен... У меня есть два варианта. Первый вариант, я выхожу через час отсюда с протоколом, и если я соглашаюсь с ним, и второй вариант будет 15 суток, и я буду его отбывать на Жодино. Да, я согласился на первый вариант и сказал, что я подпишу протокол. У всех был один и тот же протокол. Звучал он следующим образом. Я в 21:30, была разная разбежка. У кого в 21:20, у кого в 21:30 и так далее. Но все были в одной точке. Это проспект Победителей, 8. Вот. Бок зусім не ў тым месцы, дзе... Не в том месте, не в том, что я, я же вам рассказываю, задержан был этот автобус, брошен на перекрестке Янки Купала. Это было с 1 до 2 ночи. 10 августа. Мне уже подали протокол о том, что я 21:30, 9 задержан и так далее. Хотя в 21:30 я еще стоял на избирательном участке номер 53, дожидался итогового протокола голосования основного дня и досрочных. Вот. И я подписал, через 15 минут меня опять вызвали и перевели в административную часть ЦИП Окрестино, где... я хотел бы еще пояснить, что до судебного заседания в этот же день нас отвели, стоял человек с видеокамерой, и второй рядом за столом сидел и что-то записывал, печатал. Нас снимали на видеокамеру с разных сторон, и мы должны были по бумажке прочитать там или ответить на вопросы, кто я, где я был задержан, в какое время, что я делал и так далее, и участвовал, не участвовал и так далее. Вот. Так чакайце, а пра якое судовае пасяджэнне ідзе гаворка, калі вам сказалі, што вы выйдзеце адтуль? Нет, протокол? я подписал протокол. Через 15 минут меня пригласили в кабинет, где сидел судья. Ага. Вот. И судья зачитал дело. Это был судья Центрального района, как он представился. И я говорил, что... Меня спросили, кричал ли я то, что написано в протоколе, потому что там было написано, что я выкрикивал лозунги «Живи Беларусь», «Ганьба» и «Свободу заключенным».
Вот. На что я ответил, что вы ну, то, что читайте то, что в протоколе. То есть зачем вы мне задаете вопросы, если вы мне этот протокол просто всунули и сказали, что если я его не подпишу, я буду 15 суток отсиживать в Жодино. Вот. Ну, судья, он даже не смотрел тебе в лицо, он просто, нагнувши голову, э, прочитывал быстро какие-то там права, какую-то что-то еще, сам протокол зачитал и в конце сказал 15 суток. Суд длился, это суд напоминал полевой суд, понимаете, то есть, как говорится, вот 5 минут и все, и ты виновен, у тебя нет невозможности протестовать, у тебя нет возможности высказать, добавить что-то и так далее. То есть это было 5 минут, потому что за дверью находилось вдоль стены 10 человек, понимаете, поэтому это был конвейер. Как конвейер. Да, это был конвейер, репрессивный конвейер, который просто-напросто ни за что людей вот в эту машину запускал и обрабатывал по 15 суток каждому. Было, Слухайте, конечно, так я все ж таки не разумею. Вам сказали, что вы не будете сидеть 15 суток. Да, Але вы подписали протокол и все равно все сидел равно 15 суток. отрымали Да. 15 суток. То есть, по сути дела, это такой, ну... Потом мы как-то пытались с моими сокамерниками, так скажем, обсуждать этот момент и говорить, что, наверное, скорее всего, что и сами следователи не знали о том, что они думали, что выпустят, и, наверное, просто уже у них был такой обычай, так скажем, потому что по-другому это не назвать, это не укладывается в рамках закона, каких-то нормативных актов, это просто обычай какой-то такой, знаете, вот бандерлоги, которые сами себе придумали за 5 минут процедуру, как человека линчевать ни за что, и этой процедурой просто накрывают всех, кто находился на Окрестино. Тех, кто был осужден на 15 суток, и были те, которые на 25 суток осуждены, это были наблюдатели. Я не сказал, что я был наблюдателем на участке, но тех, кто был задержан на участке сразу, им давали 25 суток. И те, кто вообще в целом пришли на участок для того, чтобы ознакомиться с итоговым протоколом, они были задержаны, и им вменяли 25 суток. Вот. Нас перевели, уже тех, кому дали сутки, перевели на второй этаж, в камеру, где было уже 6 коек. И в Вы застались яшчэ на Окрестина. Да, я оставался на Окрестино еще целые практически, то есть сутки, то есть всего в 3 суток. То есть, и знаете, я могу так сказать, что вся система, которая там находилась, она была направлена на постоянную дезориентированность тебя. То есть если ты просил что-то, то тебе говорили: передам дежурному, сообщу дежурному, скоро, ждите и так далее. То есть тебе четко ни время, ни сколько будут ли кормить, какое дальше, что нас дальше ждет и так далее. Никто ничего этого не говорил. Поэтому в целом, я говорю, вот по протоколу, это с 9 августа по 14 августа я находился и на Окрестино, и на Жодино. Но по суткам, по количеству суток, на Окрестино я больше находился. Поэтому где-то около 3 суток на Окрестино и 2 суток на Жодино, в СИЗО Жодино. Нас спустили на 2 этаж, в камеру, где было 6 коек, и нас было 47 человек. То есть вы можете представить себе, что это вот такое вот помещение, в котором сейчас бы находилось 47 человек. Даже если вы этих людей будете укладывать вольтами, штабелями и так далее, они не поместятся на данную площадь. Вот. Поэтому нам приходилось спать по очереди. Много спало на полу людей. Все спали на полу. Если мы видели, что у человека действительно что-то со здоровьем, или же мы видели, что психологически человек не может справиться, потому что вот был наблюдатель, которому 25 суток дали, он практически сутки сидел, махал головой и говорил: за что. Ну, то есть человек уже начиналась зацикленность, вот он психологически тяжело.
Алексей, Вот таким мы давали, конечно, а вы спать. вы не шкадуеце, што увязаліся ў гэтую сітуацыю, ва ўсю гэтую Ой. палітычную барацьбу, ну па выніку? Вы таксама былі Я думаю, назіральнікам. Я так разумею, што калі б вы не пайшлі ў назіральнікі, усяго гэтага з вамі найхутчэй бы не адбылося. Ну не кажучы ўжо пра тое, што з вамі адбылося, пакуль вы былі назіральнікам. То бок гэтыя ўсе пасыланні. Вы знаете, я вот скажу фразой, которую сказал один из кандидатов в кандидаты президенты, который сейчас находится в зданиях КГБ, Дмитрий Викторович Бабарико, он сказал, что мы не выбираем время, время выбирает нас. Поэтому я могу сказать только одно, что я не чувствую никакого-то героизма в своем поступке, что что-то произошло, но могу однозначно утверждать, что наши понесенные вот эти, скажем, издевательства, которые были на Крестина, и то, что увидел мир, и то, что увидели белорусы, дали определенный импульс к сегодняшней ситуации, потому что мы должны понимать и собственную свою национальную черту. Это миролюбие, это спокойствие. И, то есть не так просто взять и вывести белорусов на митинги в таком количестве. Это значит, уже допекли, так допекли. Вот. Поэтому я думаю, что это был импульс. Нет, не жалею. Если мне сегодня задать вопрос, если это нужно будет для того, чтобы наступил свет, вот, то я готов еще раз пройти Окрестин. Вот так скажем. Но, конечно же, знаете, не до Голгофы, вот, с инстинктом самосохранения и так далее. То есть, вот так я скажу, что оно того, наверное, стоило для того, чтобы увидеть сегодняшнее пробуждение и в Беларуси, среди белорусов, и это солидарность. Я даже могу отметить, что солидарность вот с нашими сокамерниками. Представьте, что такое 50 человек в камере, и мы все равно могли следить за такими вещами, как чистоплотность, помощь, кто хуже, кто младше, кто старше. Потому что со мной был в камере человек, про него уже писали на Тутба, ему было 74 года, он пошел за своим внуком в автозак. Вот. И мы просили ему, чтобы дали какой-то ватник, чтобы он мог лечь, но надзиратели сказали, что политическим никаких привилегий, ничего не даем. Хотя в соседней камере нам потом рассказали, что эти матрасы были скручены до самого потолка, и люди, которые находились в этой камере, говорят, эти матрасы нам даже дышать не давали. То есть в одной камере люди лежат на полу, на бетоне, спать не могут, надзиратели, не дают матрасы в соседней камере, которая находится, в которых можно было просто не нам, не тому, кому 30, не тому, кому 20 лет, но пожилой человек, которому 74 года. Это же, ведаеце, так неправильно, понимаете, то есть это неправильно рассуждать, мне здаецца, тому что кожны чалавек. Да, я согласен, но я сейчас именно рассуждаю в тот момент и в то время, в котором я находился, что хоть что-то получить, понимаете? То есть хоть какую-то помощь. Понятно, что надо, конечно, ко всем было относиться по-человечески, но когда ты понимаешь, что ты находишься в карательной системе, то ты хотя бы должен хоть попросить что-то, чтобы тебе дали, ссылаясь на возраст, на болезнь человека, на его ранение там, и так далее. В этой камере мы просидели практически до следующего утра, потому что на следующее утро нас вывозили в Жодино. Я хотел бы очень подчеркнуть, что наши окна выходили последнюю ночь на дворик на Окрестина, и ужас, который мы видели в щелке окна, он был самым ярким, так скажем, из всего этого. Потому что это, наверное, было с 11 на 12 или сутки.
Людей били очень сильно и очень жестоко. Когда они стучали в камеру, в дверь камеры и просили, чтобы пришел врач, в наказание их выводили на коридор, и забегал ОМОН и бил их за это. То есть врача нельзя было просто позвать. Люди толпились, наши окна практически, вот когда выходили на внутренний дворик Окрестины, они еще затрагивали, можно было увидеть именно вот этот колодец, в котором люди сидели, бетонный, вот внутренний дворик. Ну насамрэч, как я могу меркаваць, гэта прасторы для прагулак. Да. Звычайна гэта Да. выкарыстоўваецца, ну я там таксама быў, і мы вось у такіх Да, калодзежах понимаете, нас да. выводзяць, Да. і там такі прастор, сапраўды бетонная яма з кратамі зверху, каб чалавек не улетел. Да, и вот и мы видели со своей камеры, мы видели именно вот эту сетку и там людей. И вот за ночь в одном из колодцев 2 человека упали. У них была эпилепсия, потому что мы слышали, как они звали врача. И врач не приходил. При этом видно было, как врачи во внутреннем дворе, когда избивали людей, откачивали некоторых, то есть приводили в чувство и обратно закидывали в карательную систему. То есть там такой был, знаете, как вам сказать, налаженный механизм издевательства над людьми. Алексей, насамрэч мы ўжо перабралі ўвесь хранаметраж, які ў нас быў, але проста спыняць вас было неэтычна. І гэта мы мусім пра гэта размаўляць, пра тое, што там было. Падчас эфіра прыйшла інфармацыя пра тое, што Еўрасаюз скончыў надзвычайны саміт па беларускім пытанні, і было прынятае рашэнне дамагацца правядзення новых выбараў, патрабаваць іх. Гэтыя выбары прызнаны нелегітымныя, і што важна менавіта для нашай размовы, Еўрасаюз прыняў рашэнне ўвесці санкцыі ў дачыненні да людзей, якія адказныя за фальсіфікацыі выбараў. Але нічога не прагучала, наколькі я зразумеў, пакуль што з афіцыйных паведамленняў пра людзей, якія адказныя вось за гэты гвалт. Як вы сказалі, да, то бок за яго адказны не толькі хто даваў загад, але і непасрэдныя выканаўцы, якія маглі б найхутчэй гэты загад выконваць па-рознаму, неяк па-чалавечы ставіцца да каго? Да затрыманых, да іншых людзей, да суайчыннікаў, але ставіліся абсалютна па-іншаму. Цікава, што сёння Александр Лукашенко назваў гестапа тых людзей, якія пратэстуюць побач з заводамі і быццам бы перашкаджаюць працаваць тым, хто на заводах. Вы назвалі зусім іншых людзей, параўналі с фильмом про войну и немцев. Да, про у меня только одни ассоциации с этим, все, что я видел. Вось, и мы, відаць, у нейкай вельмі неправільнай зараз кропцы. Беларусь знаходзіцца ў вельмі неправільнай кропцы. Калі такія рэчы ў ёй магчымыя і такія параўнанні узнікаюць, прычым у абсолютно розных людзей. Но мне бы хотелось вот быстро закончить, что именно в Жодино те сотрудники пенитенциарной системы, которые там каждый день работают и так далее, отношение было гораздо мягче и лучше. Поэтому вся карательная система находилась именно на Окрестине. Скажите, Алексей, а кто вы ў звычайным жыцці? Программист. То бок... Да. То есть не алкоголик, не наркоман, не проститут, не овца, не народец. І вось са звычайнымі беларусамі, з інтэлігентнымі, без заганных, я думаю, што і з алкаголікамі так нельга сябе паводзіць. Да? Конечно, ні з кім мы ўвесь час балансуем на тым, што вось як гэта так, да? Там з дзядулем 74-гадовым, калі ласка, больш абыходнасці, а значыцца з астатнімі, значыцца, трэба менш. Вось, але ёсць разуменне, што асацыяльны чалавек можа зрабіць нейкі ўчынак, які выходзіць за межы. Да? Перада мной зараз сядзіць праграміст, які не спадзяваўся абсалютна, што калі-небудзь трапіць туды на Окрестіна, не спадзяваўся, што нейкія яго дзеянні могуць быць
расцэнены як парушэнне заканадаўства, фактычна проста вяртаўся з выбараў дадому і Да. трапіў у пекла. Ну, на жаль, няма у нас уже часу паслухаць, што было ў Жодзіна падрабязна, але мне здаецца, што, Там было канечне, более-менее хорошо. Но вот мы ну, і ладно. сделали на память феньки из матрасов на Жодзіне. Ясно. Ну і вось ізноў жа мы ў гэтай сітуацыі, да, скажам жодзінскім персаналу жодзінскай турмы дзякуй за тое, што яны ўсё ж такі менш люта, чым Да. людзі на Акрэсціна выконвалі свае абавязкі. Хаця Да. ўсё роўна гэта былі, ну, так ці інакш катаванні, І утрыманне пад вартай. Последнее, что я бы вот по скриптум хотел сказать, что мне встретился ОМОН, который нас перевозил из Окрестина в Жодино, который достал все свои бутылки воды и дал нам воду. Он раскрепостил нам руки, чтобы они немного не отекали. Поэтому я очень хочу попросить учитывать и дифференцировать каждого, кто в этом принимал участие. Массово делать – это значит спуститься на уровень этих карателей. Надо рассматривать каждого в отдельности. То бок ёсць сілавікі, з якіх можна браць прыклад. Тыя, на каго дзеці хочуць быць падобнымі, калі кажуць, кім ты хочаш стаць, міліцыянерам. Совершенно Ёсць верно. абсалютна іншае. Спасибо. Што ж, да, дзякуй, Алексей, што пагадзіліся прыйсці да нас і распавесці гэтую гісторыю. Я думаю, што мы будзем працягваць слухаць гэтай гісторыі, бо прыкладна 7000 чалавек было затрымана падчас 4 пратэсных дзён, і гісторыі, якія яшчэ не прагучалі, вельмі і вельмі шмат. Ну, я на гэтым буду развітвацца. Подписывайтесь, калі ласка, на соцсеткі Еўрарадыё, на YouTube канал, на Facebook, калі вы яшчэ не падпісаны. У нас жывыя эфіры адбываюцца кожны дзень. Усе яны па справе, каб нічога не прапусціць. Да пабачэння, Алексей. Спасибо. І да пабачэння, шановныя слухачы. Еўрарадыё, Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся.